ситуацию в Невельске, и там приблизительно то же самое. И там такая же проблема. Я знаю, что недавно проходил митинг в Невельске, и люди вышли на улицу именно по такой же ситуации. Дело в том, что, вот как правильно сказала Альбина Васильевна, в свое время Находка это был такой небольшой уголок рая, наверное, в Приморском крае, это Южное Приморье, замечательная природа, уникальнейшая природа. Почему ее, собственно, и называли жемчужина Приморского края. Но когда-то пришел большой капитал, крупные компании, которые необходимы были выходы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, они заняли те места, которые в Находке портовые зоны, скажем так, причалы. Те градообразующие предприятия, которые были, постепенно они развалили, и сейчас там находится перевалка именно угля, потому что это очень быстро, просто и легкие деньги, которые можно заработать. Это огромный бизнес, это огромный капитал, с которым иногда кажется невозможно бороться вообще. И вот когда человек понимает, что он не один, когда он понимает, что он находится в сообществе с другими людьми, он может быть действительно сильным. Что мы делали? Прежде всего мы пытались на различных площадках говорить о том, что происходит. Потому что, ну, я уже не буду пересказывать, это действительно большая проблема для жителей, для экологии. Ну, со всех сторон уже вы, кажется, максимально подробно рассказали. Вот. Поэтому мы пытались на международных форумах, на тех, которые были там, круглые столы в Владивостоке, в Находке, даже в других регионах, актуализировать эту проблему. И сначала мы не могли прорваться через тот блок, который выставляли средства массовой информации, просто наши доклады никуда не выходили, то есть все оставалось вот на уровне города. В определенный момент, когда уже невозможно было дальше продолжать находиться в таком состоянии, люди вышли на улицу, люди самоорганизовались, мы были одними из инициаторов того, чтобы, хотя я, честно говоря, не любитель там, митингов, пикетов и так далее, но по-другому достучаться, к сожалению, до власти мы не могли. На улицу вышли порядка 3-3,5 тысяч человек. Это в Находке, кстати, город порядка 150 там, Впервые за многие годы. 150 тысяч человек, да. Люди вышли на улицу и сказали о том, что мы не хотим жить с этим угольным экоцидом. После этого начали происходить многие изменения, потому что мы, конечно, начали эту ситуацию выносить на уровень Государственной Думы, на уровень правительства Российской Федерации. И вот за эти почти 2 года, которые прошли с того момента, начали происходить действительно серьезные изменения. Если раньше вот этот крупный бизнес с большими деньгами, он от нас отмахивался как от мух, то сейчас уже, во-первых, не могут замолчать об этой проблеме. Я думаю, что все уже слышали про Находку, про ту ситуацию, которая там происходит. А во-вторых, уже системные изменения начали происходить в том, что у нас делается. То есть на всех уровнях власти, начиная с правительства Российской Федерации. Наверное, даже не с правительства, а с президента, потому что уже и он об этой проблеме сказал, у него есть указы. Все спустилось вниз, соответственно, через руководство края, руководство города и компании, вот, по последним данным, которые нам озвучили буквально недавно, вложили в переоборудование своих производств уже порядка 1 миллиарда рублей. Это серьезные деньги, но при этом мы понимаем, что модернизация этих предприятий не говорит о том, что проблема решится полностью. Что уголь исчезнет с подоконников, из домов людей, которые... Потому что многие предприятия, некоторые, по крайней мере из них, они изначально зашли с нарушениями, нарушены санитарно-защитные зоны, и как бы они ни переоборудовали свои мощности, они все равно находятся там с нарушением закона. Соответственно, мы и продолжаем добиваться того, чтобы они были вынесены за пределы Находки, чтобы они не мешали жить людям. Сейчас ситуация немножко иная. У нас летний период, а летом меняется климат, становится воздух влажный, соответственно, уголь не так сильно пылит, не так сильно видна эта проблема. Но вот в конце ноября, в начале октября ситуация изменится, и мы будем видеть опять реальную картину. То есть
что изменилось благодаря тому, что эти предприятия вложили там миллиард рублей. Я, исходя из своего скепсиса, понимаю, что изменится немного. Поэтому для нас не важны те суммы, которые тратятся, для нас важен конечный результат. И я уверен, что к конечному результату мы придем. Участие... Посмотрите на слайде. Вы предыдущий слайд верните, пожалуйста, объясните, что тут вот на слайде. Верните, пожалуйста. Ну, это, собственно, находка, это зимний период, это вот акватория города, и практически по всему побережью находятся угольные терминалы. Сюда подходят сюда под загрузку и, соответственно, засыпается углем. Но это можно следующий слайд. Вот, собственно, вот так выглядит этот зимний период, то, о чем я говорю. Ноябрь, декабрь, февраль и вплоть до марта месяца, когда угольная пыль возносится над домами, и такие картины мы видим регулярно. Это снег, который лежит в смысле уголь, который лежит на снегу. Обычная картина в зимний период. Вот. Я думаю, наглядно видно из этой презентации, что произошло. Вот это черный лед вместе рядом с перегрузкой угля, рядом с терминалом. Естественно, вы понимаете, что все это потом попадает в море, оседает на дно и губится в акватории. В тех местах, где раньше сидели рыбаки, это уже, понимаю, последний слайд, те места, где раньше рыбаки сидели с удочками, сейчас уже в принципе нет рыбы. И предприятия, которые, в основном это частные предприятия, некоторые активы вообще находятся у них в офшорах, сами они московские компании, налоги платятся там. У нас оседает находки только НДФЛ, а это копейки по большому счету, которые, конечно, существенны, наверное, для города, но говорить о том, что эти предприятия градообразующие с учетом того разрушающего эффекта для экологии города, для жителей города, я думаю, все прекрасно понимают. У вас тут были интересные таблицы, где было ясно, насколько они важны, вот эти предприятия для вашего города. Тут просто конкретно цифры показаны, сколько, допустим, граждан работало на предприятиях, которые обанкротили, и сколько стало работать, сколько налогов платилось в казну городскую, и сколько сейчас платится. Вот эти цифры тоже интересные. Вы можете наглядно посмотреть, если кому-то не видно, я могу по предприятиям сказать конкретно. Общую цифру не надо во всем предприятиям, просто что сделано, сколько экономического контроля и влияния общественности, кроме как выйти там 3,5 тысячи и дальше, что какие вот решения сейчас? Сейчас решения несколько. Заключены соглашения со стиридорами, это трехсторонние соглашения. С одной стороны, краевая администрация, городская администрация и сами стиридоры. У них есть план по изменению модернизации этих предприятий до того момента, чтобы пыль не попадала к людям. То есть это установка ветрозащитных сеток, это установка пылеподавляющих устройств, пушек и так далее. Это все, что рассказывают людям, но это не факт, что будет эффективно работать, и мы это понимаем прекрасно. Поэтому вот этот общественный контроль, он будет продолжаться до того момента, пока это все не исчезнет. Сейчас эти пушки в большинстве предприятий уже установлены, сетки подняты, но я говорю, что сейчас наступит сезон, мы посмотрим, насколько это эффективно. Добиться переноса в другие места. Это тоже сейчас, как нас уверяют государственные люди, чиновники, будет происходить, потому что достраивается третья очередь в Восточном порте, это этот порт, который находится за пределами находки. Строится порт Вера, это тоже специализированный порт, куда должен, по идее, переехать уголь из города находки, и его там не должно быть. Но будет ли это по факту, мы прекрасно понимаем, что все владельцы терминалов, которые сейчас существуют, они не заинтересованы в том, чтобы у них что-то туда переходило, и они зарабатывают это и так сейчас неплохо. Так, уважаемые
коллеги, двигаемся дальше. Следующий докладчик у нас Сухоруков Артем Владимирович. Нам очень мало времени отпустили, вместо 4 часов сказали, что мы будем здесь заниматься 1,5 часа. Поэтому я предлагаю выслушать докладчиков и потом уже задавать вопросы и обмениваться мнениями, приступить к дискуссии.